Ах, школа, школа. Столько воспоминаний, школьные друзья, первые жизненные уроки, радости, успехи и разочарования. Мальчишки и девчонки выросли, возмужали. Сегодня белые банты, фартуки и строгие костюмы им очень к лицу. Родители любуются, учителя гордятся, а первоклассники завидуют. Для малышей эта жизнь только начинается. А те, кто школу покидает, будут с ностальгией вспоминать, как первый раз переступили ее порог. И будут благодарить учителей, которые были вместе с ними все эти годы. Я учусь в лицее Рандекс 3 класса и очень люблю эту школу. Это такой волнительный момент, и последние моменты в этой школе самые драгоценные, самые родные, можно сказать. Очень печально и в то же время радостно прощаться со школой, что вот финишная прямая, уже все, ЕГЭ, и можно уходить в свободное плавание. Но все равно печально, родные стены, и, конечно, мы будем все возвращаться и скучать по этой школе. Очень много моментов происходило здесь, но очень многое запомнилось. Огромное спасибо учителям, которые помогали и довели нас до конца, которые относились к нам как к родным детям. Спасибо родителям. Вообще, мы очень любим эту школу и, конечно, будем сюда приходить и скучать. Ребята вместе с начальной школы. За это время они стали друг другу больше, чем одноклассники, друзьями на все времена, поэтому скорое расставание навевает грусть. Многие из них уедут учиться в другие города, а школа навсегда останется той гаванью, где выпускники будут встречаться, вписывать в школьную летопись свои новые успехи. И, конечно же, по вчерашним воспитанникам будут скучать их наставники. В данном лицее я работаю с 2009 года, и сразу, устроившись на работу, мне доверили этот класс. Мы с ними были на протяжении 7 лет. Все эти годы для нас были настолько насыщенны, потому что действительно в этом классе одни талантливые, умные, креативные, так скажем, учащиеся. В моем классе 5 юношей и 14 девушек. Настолько класс сплоченный, каждый по-своему индивидуален, внимателен, интересен. Отличается класс тем, что в этом классе в этом году 5 медалистов у нас. Из них один юноша, это Карачков Никита, а остальные девушки. Они являются участниками, победителями городских олимпиад, различных научных конференций, конкурсов. В целом являются также активными участниками, организаторами всех лицейских и городских мероприятий. Впрочем, это еще не окончательное прощание со школой. Впереди экзамены, и уже в понедельник начинается основная волна сдачи ЕГЭ, от результатов которого зависит дальнейшая судьба и будущая профессия вчерашнего школьника. К выбору специальности нужно подходить основательно. Об этом напомнил и глава администрации городского округа Халид Сулейманов, который вместе с родителями пришел поздравить выпускников с окончанием школы. Человек должен думать, как он будет обеспечить свою жизнь без родителей, без родительской помощи. Не всегда надеяться на них. Да, закончим мы учебное заведение, дальше ведь работать и надо самому себя содержать, потом и семья появится должен, так ведь, малыши. Поэтому уже взрослые должны об этом думать. Вот это по душе была эта работа, чтобы потом приносила и доход, и продолжение уже жизни. Светлые грусти воспоминания. Не успели оглянуться, и вот уже вчерашние озорные мальчики вручают цветы и говорят комплименты. А девчонки стали совсем взрослыми. Наверное, тут никто и не помнит, как когда-то переживал за плохую отметку. Всю школьную жизнь вместе со своими детьми прожили и их родители, и этот день для них не менее волнителен. Последний ребенок, детство кончилось, взрослая жизнь, девочка тем более, во взрослую жизнь уходит. Ну, спасибо школе. Что можно сказать, учителям, директору за теплые ухи, за внимание, за учебу. Полностью благодарна за своих детей. Мы своего ребенка в школу отдали осознанно, выбирая. Очень хороший коллектив, прекрасные учителя. Большая благодарность. Спасибо большое. Выпускники поют грустные прощальные песни, танцуют последний школьный вальс. И все сегодня чувствуют одинаково – счастье и надежду. Здесь останется милое беззаботное детство, а впереди ждет взрослая самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами и радостями. Алина Полянская, Айгуль Хамитова, Дамир Хайбулин, телекомпания СТВ.